Рима, привет. Я прочитал твою заявку, она шикарная. Я Спасибо. уже написал в лекции, я не знаю, слушал ты, нет, я там полчаса распинаюсь. Так, конечно, мне даже неудобно стало, что столько внимания для меня это вообще. Очень Спасибо. хорошая штука. Ты Спасибо. очень хорошо поняла, что такое персонаж и как это писать по системе. Ну, в смысле, то, что ты не сделала, оно там, во-первых, и не надо было, так что и неудивительно. Но ты очень хорошо поняла. Там высказывания нет, но так это было бы просто, типа, тебе бы поставили 5 в Good если бы ты училась. Тебе бы сказали, вот как ты хорошо, правильно написала персонажа. Вот. А про внутренний конфликт прям ты очень классно обозначила. Это прям, вот это называется внутренний конфликт. Когда он и хочет быть главой семьи, и он не может быть, потому что он слабохарактерный. Вот это очень хорошо. Это, знаешь, такие тезисы, они типа бывают там в известных американских сериалах, типа «Теория большого взрыва» или «Друзей». Вот там вот такие вот штуки происходят. То есть это реально очень круто сделано. Несмотря на то, что сказочка такая вроде бы, ну, как бы простенькая, но все равно очень классно сделана, талантливо, молодец. И единственное, что нужно всегда работать над высказыванием тоже, потому что это очень важно. Что ты хочешь сказать? Ну, допустим, что лень – это плохо, или то, что ну, там, семья важнее всего. То есть эти вещи, они очень важны, они просто кажутся неважными, но само так пишется. А потом получается, что история обо всем и ни о чем, и поэтому как бы начинает теряться, все рассыпаться. Вот. Так что я бы на твоем месте прям уделил внимание в высказыванию, и было бы все хорошо. Ну, Вот, ну ладно, у нас сегодня... Что я, говоришь? я говорю, я все это учла, поэтому сейчас на второй работе сижу. Хочу досконально все это понять, разложить. Поэтому я сейчас взяла свою другую сказку. Да, это очень, очень толково сделано. Саша хорошо сделает. Саша мне будет помогать потом писать синопсис. Саша хорошо пишет, ему надо дать возможность. А у тебя прям есть способности. Типа, круто. Да, это Я сегодня... Мгм. все актеры так работают вообще-то, разбирают свои роли, для чего, зачем, Ну, что так я тут. хорошо разбираешь. И вообще для актера, вот мы, Сережа тоже скажет об этом, самое вкусное – это работа актера, это за столом, когда ты разбираешь, что ты будешь делать, а потом уже тебе отправляют на свободное плавание и делай там, как ты. Привет. Я не знаю, что происходит. Мне кажется, просто у Петра он какой-то квест, он нам показывает по своей квартире, если хочешь нам ее продать, или сказать, в аренду. Петров, если ты ничего говорить не будешь, Всем привет, привет. Да я да. просто с сыном сижу и пытаюсь за ним угнаться. Это проблема. Ладно, Вот, так что по возможности буду сегодня вместе с вами. окей, ты этот микрофон нам выключай, когда будешь подходить. Ладно, Ну, я хорошо. сегодня хотел обсудить наши дальнейшие планы. Они типа, поскольку народу мало, никто ничего толком не прислал, а я работаю над драфтами, то как бы по теории сценарного я отвечу на вопросы, если как есть, там по творчеству, по лекциям. Вот. План у нас дальше такой. У нас сейчас получается 25 число. Ну, давайте к следующему воскресенью, допустим, в субботу, я выложу, ну, драфт, который мне будет более-менее казаться, ну, типа рабочим, который мы уже будем разбирать как, ну, некий итог. Вот. И у нас будет, я дам каждому соавтору какое-нибудь задание маленькое. Оно не будет в том, чтобы каждый бит разобрать. Оно будет, допустим, Даррелли там перевести. Саша очень классно пишет синопсисы. Вот. То есть мы уже будем работать, потому что есть, будем пытаться с ним разобраться. Вот. И дальше у нас будет такое правило новое с тех пор, как... О, привет, Саня. Классно, рад тебя слышать. Как раз тебя хвалил, что ты классно пишешь синопсисом. Нужно, чтобы ты мне помог. У тебя прям очень хорошо получается. И дальше у нас будет такой план. То есть дальше каждому соавтору будет не по всему сценарию задание, даже если совсем-совсем не нравится, все равно будет, ну, как бы внутри уже того, что есть.
А все остальные правки будут идти через Влада, потому что Влад продюсер, вот, и он, значит, ему виднее, что надо. То есть я внесу любые правки, которые скажет Влад. Вот. Все остальное будем, ну, как бы, можем обсудить именно по теории. Я могу объяснить, почему я сделал так, а не по-другому. Но я вносить правки не буду больше, без Владова указания. То есть если он говорит переделываем, я все переделываю. Это будет с мая у нас такая штука. И наша задача в мае, я разошлю своим ребятам, ну, знакомым, может быть, кому-нибудь из творческих цехов, посмотрим, может, кто-нибудь захочет прочитать. И нам уже надо искать команду, и дальше над сценарием мы будем работать уже, ну, включая команду. То есть, например, уже это будут правки от Димы, оператора, от локейшена, от продюсеров. Нам, я так понимаю, еще задача подключить каких-нибудь местных бизнесменов и государства. И поэтому под них тоже нужно будет что-то подстроить, потому что я сейчас там пишу с матом, с кровякой. Вот, но это понятно, я пишу для себя, я потом это все могу вычеркнуть. Вот, и нам нужно будет поговорить с людьми, которые нас будут спонсировать, нам будут давать денег, поговорить с актерами. Вот, то есть я дам драфт, по которому мы можем проводить кастинги, искать там команду, творческую группу. И уже дальше все, что мы будем менять, исходя из тех людей, как уже я в лекции говорил, исходя из тех людей, кто, ну, максимального вовлечения людей. То есть режиссер, второй режиссер, которому надо посчитать, сколько мы это уложимся. Вот, я посмотрел, значит, фильмы и обнаружил, что они все очень короткие. То есть я изначально рассчитывал на 90 страниц. Но когда уже сам начал писать, понял, что на самом деле фильм ужасов не бывает полуторачасовой, это устаревший формат. Сейчас, я так понимаю, фильм ужасов снимаются по минимальному, ну, в России, по крайней мере, по минимально возможному, это 75 минут. Вот, мы будем сейчас тоже из этого исходить. Но если что, мы добавим, потому что там в сценарии есть моменты, которые в тексте очень мало выглядят, очень мало занимают времени. Ну, то есть по тексту кажется, что это совсем херня, а когда начать это снимать, например, там есть типа, сейчас найду, ну вот там первая страничка, натура, не густым лесом залита теплым снегом. Ничего не слышу, ребят. Это Люда. Есть, значит, лес, бла-бла, идет песня. Вот этот эпизод может быть, допустим, как там 20 секунд, так может быть и вполне минуту, и на все титры он идти. И там таких эпизодов довольно много. То есть, поскольку у нас и был и заказ и на природу, и на то, чтобы там были, значит, ну, виды, я пытался включить разные: лес, река, дорога, деревня, поле, ну, чтобы это все более-менее было, каждый там заявочный план. Он можно использоваться как заявочный план, может использоваться как самостоятельное творческое, значит, высказывание. Это можно уже с режиссером обсудить и под это поправить. В принципе, как сейчас там все сделано, у меня уже черновик на руках, поэтому я примерно понимаю, что там будет. Мне осталось изменить кое-что в середине, мне не нравится один момент, который я пока не понял, как исправить. Возможно, он в чистовике тоже останется. Ну, посмотрим, как пойдет. Вот. Если у меня родится вдохновение, то я сделаю прикольно. А если не родится, то просто оставлю нормально. И, значит, там идея в чем? Что есть несколько, то есть в самом сценарии включены несколько возможностей его развития. Можно это сделать как вот этот фильм, господи, «Ведьма», «The Witch», который, ты же мне, Саш, да, советовал? То есть можно прям сделать совсем такую этнику, и можно просто сделать, что вот они идут, и вот там какая-то река, и вот там что-то непонятное, а ужаса там совсем на миллиметр. Вот, можно сделать что-то более жанровое, для этого есть возможности тоже. Или можно сделать что-то больше похожее на солнцестояние, то есть больше удариться в обряды. Но здесь прописать это очень сложно, потому что я совсем не знаю, ну типа, я только по фильму сужу, и все, что я беру, допустим, какой-то эпизод тех же Ирпыт или ту же Куалу родовую, я беру конкретно из фильмов, которые вы мне скидывали, и из литературы, которую я вижу. Но на самом деле, возможно, мы это все будем строить, или мы это будем как-то маскировать что-то обычное под что-то необычное. И это мне просто нужно с режиссером обсудить, я обязательно это пропишу. То есть я в любом случае буду писать до тех пор, пока там, грубо скажем, вот пока мы все не снимем и даже потом не озвучим, я все еще буду продолжать все переписывать, но это лучше делать с людьми, которые уже будут это снимать.
Вот такая у нас структура получается. И, естественно, то есть я принимаю, то есть я буду все править под продюсера, режиссера, оператора, художника, композитора. Я там текст песни написал. Вот интересно, можно ли будет это сделать или нет. Это интересный вопрос, потому что если нет, то тогда можно будет убрать эту песню, поставить другую песню. Извини, а что значит текст песни? Это что такое? Я написал типа я пишу некий идеал, понимаешь? То есть типа я не пишу то, что вот прям 100% это будет, а то, что вот как бы мне хотелось, не было бы. Я хотел песню про одинокую пчелку, которая потерялась в лесу и скоро умрет. Такая типа колыбельки, типа того. Я хотел вот такую вот песню. Но ее, наверное, нет, но мне бы хотелось, чтобы она была. То есть это какая-то исполнительская тема, то есть мы там можем заказать какого-то исполнителя ее, чтобы ее написали. На русском языке. Нет, я думал, что... То есть я примерно понимаю, какие там должны быть слова и в каком она месте должно быть. И я подумал, что поскольку у тебя много знакомых исполнителей, ребят, людей, и наверняка наша одной из самых сильных сторон фильма должно быть композитор и этническая музыка, то было бы прикольно, если бы мы не просто трек взяли из интернета или даже от человека, а прикольно было бы, если бы мы реально под фильм сделали какое-то оформление, аранжировку музыкальную. Я подумал, что если я очень много этому внимания уделяю, у меня там почти на всех, на каждого там человека есть какая-то своя музыкальная тема, и я подумал, что тебе это будет близко, и прикольно, если будет возможность именно не просто взять, вот как вот в этом фильме замечательном про парнишку, который из дерева точит и песни сочиняет. У нас в группе выложили, я забыл его, как зовут. Классный парень такой. И я подумал, который поет еще тоже удмуртский тему. Удмурт Рейв, Саш, ты же мне скидывал. Вот, и там просто, то есть, да, ты мне как скидывал эту тему, так она в фильме и есть. То есть ее просто поставили туда, и вот она лежит как ровно, как ВКонтакте. Но мы-то можем не так сделать, мы же можем сделать что-то, как бы классное, оригинальное. Вот, и это было бы прикольно. То есть я везде пишу так, как будто у нас уже это есть. Но если у нас этого не будет, ну и ладно, поставим что-нибудь другое. Вот, а если, то есть это уже можно с режиссером решить, но в принципе, мне кажется, что было бы интересно, я это написал, потому что мне кажется, что было бы интересно, возможно, композитору, который работает с удмуртским национальным языком или тем же бурановским бабушкам, было бы интересно, если бы в самом фильме, в сценарии было бы написано, что вот здесь у нас какая-то музыка интересная, она вот это выражает, вот, она в такой-то сцене присутствует, и мне кажется, что это может сработать. Вот. Ну, то же самое касается всего остального. То же самое касается ритуалов. То есть мы не знаем, сколько у нас массовки, есть ли у нас она вообще. И я на всякий случай пишу так, как будто у нас массовки нет. Ну, или есть, но совсем, типа, совсем не игровая, то есть просто люди какие-то деревенские. На всякий случай я пишу так, но это тоже можно переделать. Вот. То есть я сейчас такой, что сейчас, я так понимаю, что наша главная задача, я правильно, Влад, понимаю, наша главная задача найти команду и деньги. И поэтому... Да, первостепенно, конечно, надо найти режиссера. У меня эта идея фиксная. После того, как будет уже готовый сценарий черновой, чтобы я уже... Сценарий у тебя будет, сценарий я тебе дам в субботу. И мы его просто там напишем, перепишем, там, где у меня написано удм, перепишем по-удмуртски, там, поправим все. Я же тоже там могу, я же давно с вами не был в ВКонтакте, могу там что-нибудь затупить. И мы это исправим. И, в принципе, на это не так много времени. То есть вы мне просто напишите все, что не так, мы обсудим в следующее воскресенье. Вот, составим там список правок, я их внесу, и вот у тебя в понедельник уже он есть. Как бы, или во вторник, там, если в понедельник не успею, если много будет правок. И это уже то, что у нас есть. У нас будет рабочий вариант. Этот рабочий вариант существует для того, чтобы мы его показывали команде, и каждый мог бы, то есть как бы он написан так, чтобы каждый какой-то цех мог что-то свое увидеть и в то же время что-то там свое сделать, что ему хочется. Вот, я исходил из всего, что я пишу, я исходил из того, что видел в фильме «Льва» и в том, что вы мне скидывали, и в фильме «Дара Ли», она мне убьет. Дара Ли. Я написал везде Дарели, и я тебя везде исправил. У нас главный героиню Дарали теперь зовут. Надо было оставить Дарели и сказать, что у нас героиню Дарели зовут, а не Дарали. Не знаю, о чем. Вот. И получается, нам нужно это кому-то показать. Значит, все, что там неправильно уберем, все, что нужно, добавим. Мы ничего не добавляем, только отправляем. И теперь мы, имея этот сценарий, можем его всем показывать. Что вот у нас такой есть сценарий. И потом уже люди будут говорить, а нам нужно больше вот этого, нам нужно меньше вот этого. Допустим, у меня там заглавная тема идет самоубийство. И это может не очень понравиться государственникам.
а может понравиться. Ну, то есть мы можем это убрать, пониже сделать, можем побольше сделать. То есть вот такие вот вещи, как бы, я сейчас напишу некий вариант, как я, по крайней мере, это вижу. Я следующую лекцию запишу про то, как перестать видеть как раз, как сценаристу перестать видеть картинку и начать видеть текст. Вот, и там будет как раз про то, как я исправляю то, что я вот увидел, там ритм, сцену, звук. И вот и как я все это убираю и оставляю только просто голый текст, запишу. Вот, и будем это всем показывать, всем править, всех участвовать. Вот, и чтобы все было, ну, как бы, чтобы шел рабочий процесс. У нас сейчас понаотваливались люди, это с одной стороны плохо, потому что мало движухи, с другой стороны нам нужны сейчас люди, которые будут нам играть в этом, люди, которые будут в этом снимать, которые хотят в своем доме что-то снять. Вот нам сейчас вот эти люди нужны. И чтобы их привлечь, мы сможем уже через неделю это начать. Вот, потому что сейчас у меня есть черновик, но черновик я не показываю. Напишу в субботу вечером, я отправлю вам всем. Выложу в группу, будем решать. Вот, и что еще? Ну и все. И я говорю, Влад, и дальше я правки от тебя. То есть дальше каждому свое задание, но правки я принимаю дальше только от тебя или от тех, кто именно это будет как съемочная группа. Потому что, ну, как бы литературные моменты уже, ну, типа, уже не так важен. То есть там Татьяна, может, я надеюсь, она все-таки что-нибудь выскажется. Но как бы важно сейчас нам люди, которые будут уже сниматься в этом, снимать. Особенно, да, нужно разобраться с режиссером. Но если не режиссер, давайте свяжемся с этим парнишкой-композитором. Мне кажется, что он сможет сделать это все. И можно сделать давайте найдем бурановских бабушек, если вы с ними в таком плотном контакте. Там, потому что я вписал кучу ролей бабушки, которые поют. Давайте их затащим в фильм. Так, давай смотри по поводу Жени, который Бекузин, да, который пишет музыку, да, у нас с ним есть прямой контакт, самое важное, он будет в теме. Я прям сегодня задача, созвонюсь, мы с ним это разберем, переговорим. А по поводу бабушек, ну, в принципе, как бы, да, как продажная тема, окей, ну, люди скажут, что бабушки везде есть, и без таких бабушек садить, но нам, как продажникам, понятное дело, если появятся там буранские бабушки, намного будет легче. Опять же, касается того же самого имени Талмаса. То есть это может быть имя и Татьяна, говоря, то же самое с бабушками, либо тут буранские бабушки, либо мы приезжаем уже на местность уже и найдем там этих бабушек. Да, но, значит, я хочу что сказать. Что, как и в случае с Эталмасом, я убрал Эталмас, теперь его зовут Дорали, и это ладно, окей. Важно то, что мы же делаем коммерческий продукт. Помнишь, был такой триллер со Светлаковым, назывался «Камень». Там Светлаков какого-то маньяка играл. То есть, типа, это абсолютная дичь, Светлаков вообще никакой актер, но при этом он сам это написал, сам в этом сыграл, и это триллер какой-то, то есть там что-то кого-то мальчика он похитил. Я не смотрел, я только видел несколько трейлеров. То есть как бы, ну это же типа, казалось бы, где Светлаков и где триллер. Тем не менее это делается, потому что это коммерция. То есть мы можем, нам не обязательно, это как, знаешь, как ну как вот с тем, что здесь мы сейчас делаем. То есть нам нужно, чтобы был, нам любой пиар хорош. И даже если мы их не снимем в итоге, то пусть хотя бы все знают, что мы снимаем, и они там будут. Ну, не будут, возьмем какую-нибудь самую последнюю бабушку с задней парты, с замены, и пусть она там нам пройдет в углу. То есть нам нужны все ресурсы, какие мы можем достать. Потому что если мы просто приедем в деревню и скажем, давайте мы тут снимать, мы ничего так не снимем, так не пойдет. Получится. Ну, то есть можно снять, но опять же от режиссера зависит. Можно сделать, вот я когда Льва смотрел, он явно фанат Вернера Херцога, и в принципе можно было бы сделать в таком стиле все. Но опять же, тогда мне нужен режиссер, который мне скажет, мы снимаем в стиле Вернера Херцога, и я переправлю сценарий. Потому что Вернер Херцог вообще наполовину без сценария снимает. И нужно будет вообще там это все написать, просто основные какие-то вот 5 сцен. Но в любом случае нашим рабочим вариантом будет то, что я сейчас вам скину в субботу. Вот, то есть нам нужно сейчас, да, Влад, ты прав совершенно, нам нужен режиссер. Кто он будет? Он будет клипмейкер, который хочет красивую картинку, он будет документалист, который хочет передать дух народа и знает его. Он будет такой художник-игровик, сериальщик типа меня, который будет главный конфликт, и чтобы вот смысл был.
Вот, то есть нам нужно с этим понять. Когда мы это поймем, нам сильно легче станет, и у нас уже пойдет работа более конкретная, потому что я уже буду убирать то, что лишнее, добавлять то, что нужно. Режиссера самого всегда есть мысли, у тебя есть мысли. Я для тебя сделал там сцену с кровищей, все хорошо, все учел. Вот. Сцена, где кровище хлещет, все сделал. Вот. Значит, это такой у нас план. То есть нам сейчас нужны люди, которые будут это все снимать. И вот они-то нам и нужны для того, чтобы править то, что я сейчас там понаписал. И если мы свяжемся, опять же, я там сделал, короче, такую штуку, что у меня часть сцены происходит в городе. И, в принципе, мы могли бы, значит, обратиться, как же говорила та якутская замечательная девушка, к всяким местным, значит, вашим товарищам с меценатом. И нам есть где разместить рекламу нативную, как это не нативная называется? Ой, господи, простите, я забыл, как это называется. В общем, нам есть где разместить рекламу, если это и город, и если это и село, и лес, короче, мы можем что угодно сделать. Теперь у нас большие возможности. Я перенес все действия в Ижевск. Никакой Москвы, никакого Казани. Все происходит в Ижевске. И, соответственно, это все вот оно прям под руками. Значит, я там написал название деревни, которую я в Google Maps нашел. Но нам нужно другое, поэтому я его так напишу, оставлю, потом поправим уже с вами вместе, как это все назвать. Вот. Сейчас я скажу. Сейчас я найду. Сейчас. Ну, я открыл этот Google Maps. Так, не густой поляна. Сейчас найдем веревка. Так, подружайка. Вот сейчас Саша сидели, обсуждали, Саша говорит, я найду специально убойный цех, там где кровище можно. У нас есть такой предприниматель, занимается мясом, мясной удар. Вот, кошабеги и мещарики. Кошабеги, там тоже сейчас ферма. Кошабеги – это единственное, пожалуй, то есть одно из немногих названий русского происхождения. И сейчас там живет 2 человека всего, и сейчас там делается ферма племенных быков ангусской породы, и там, в общем, нет деревни. Вот. Кошабеги – это бренд, который мы сейчас регистрируем. Причем. То есть нужно будет договариваться с Кутузовым, с владельцем, о его использовании. Ну, то есть это как бы не совсем туда. Вот. Я думаю, что какие-то удмуртские деревни нам, наверное, Татьяна или Рима порекомендуют. Более... Я думаю, что надо просто придумать какое-нибудь красивое название, перевести его на удмуртский, все равно никто ничего не знает. Лучше пусть это будет выдуманное место. Я просто написал это для того, чтобы написать. Ну, типа, мне же надо как-то сказать. У меня там героиня едет куда-то, она должна это как-то... Если бы это был там и все. Да, я согласен с тобой. Ну, то есть я подумаю, как... Я подумаю, что я хочу, как оно называлось, я, наверное, так и напишу. Я тебе скажу даже небольшой лайфхак. Ты придумываешь любое слово и в конце подставляешь слово «гурт». Все. Кышгурт можно назвать, да. Страшная деревня. Гурт какой-нибудь, да. Ну, просто действительно гурт это вот это слово есть. Так, у нас все подвисли. Да, я что-то слышу, но так через... Ну, короче, это мы с названиями... То есть название это вообще, это мы решим, это очень быстро исправить и просто. Сложно. То есть, да, сейчас нам нужно определиться, нам нужно найти хотя бы еще кого-нибудь, кроме тебя и меня, кто будет дальше вести этот проект как, ну, типа, уже как в съемочной площадке. Ну, Саша. Человек, да. Я чувствую, мы с ним будем в одной команде. Саша у нас кто будет? Кто у нас в съемочной группе, Саша? Да, я так, там, это, на подхвате. Там. Он будет второй продюсер. С пива за пивом сбегать. Окей, тогда исполнительный продюсер. Ну хорошо, окей, Саша тоже автоматически включается. Получил ярлык на правку сценария. Поздравляю. Да. Я бы хотел Серегу еще, прям Серегу, потому что будущее не только за Сашей пойдет, потому что Саша в разных областях, медиа-областях, а именно если мы говорим про кино, вот, мне интересно, чтобы и Серега полностью в этом участвовал, Сергей Антонов. А ты не хочешь Серегу режиссером сделать? Давай Сереге спросим.
Я думал об этом, кстати, вот честно говорю. Вот на самом интересном месте я завис. Я думал об этом, но на первый проект я бы вторым пошел режиссером, но никак не первым. Второй – это режиссер, который… Это вообще он второй режиссер называется, потому что это историческая несправедливость. На самом деле второй режиссер – это скорее администратор на площадке, чем второй режиссер. Он имеет функцию второго, потому что он отвечает за массовку. Но он же находится рядом с режиссером, а мне надо смотреть, как он работает. Короче, я думаю, что… Ну, типа, я понимаю твое беспокойство, что все проебешь, но я считаю, что… Ну, типа, видишь, нам какая ситуация? У нас не такой большой пул людей, которые умеют снимать. У нас есть ты, есть Саша, есть я в данный момент из тех людей, у которых есть какой-то съемочный опыт. И я, естественно, не буду это снимать, потому что, во-первых, я сценарист, во-вторых, это будет мой проект, а нам нужен удмуртский. Мне кажется, Саша приедет, он реально прям все разложит. Ну, в смысле, по крайней мере, скажет, с кем можно снимать. То есть я считаю, то есть это никаких этих самых обид и тайн. Нам реально нужно решить этот вопрос. То есть мне нужно быть в плотном взаимодействии с Владом, который мне будет говорить: впиши бабло, вот это сюда, нам надо денег. И мне нужно, чтобы мне был человек, который говорил по художественной части. Потому что сейчас мы очень сильно поплыли на обсуждении из-за разности вкусовых пристрастий. Где у нас одни любят сказки, другие мелодрамы, третьи любят атмосферное этническое кино. И мы никуда не движемся, потому что я-то сериальщик, и мне только конфликт, и все остальное мне вообще по барабану. И как бы, и нам нужен человек, Люда, привет. Нам нужен человек, которым мы будем обсуждать художественные вопросы. И нам это очень нужно. То есть нам сейчас реально наша основная задача найти этого человека. И я-то лично считаю, что, Влад, ты сейчас сам запал на перфекционизм. Тоже на это ну, как бы это тоже легко понять, потому что это твой первый проект, и страшно. Но на самом деле нужно понимать одно. Это ваш первый проект, поэтому он должен быть доведен до конца. Его главное качество положительное в том, что мы его снимем. Потому что, ну, написать, допустим, ну, я сяду и напишу, и я все равно доведу, да, я уже, в принципе, довел. Но как бы там, ладно, мне нужно закончить там свои дела. Но, в принципе, сценарий написать, как вы видите, это уже было довольно сложно в работе в группе. А съемки, они в чем-то проще, потому что у каждого своя четкая функция есть. Но в чем-то и сложнее, потому что больше может пойти всего не так. И нужно, чтобы у нас был просто человек, который доведет до конца. То есть, который не будет говорить: блин, тут херня получилась, значит, у нас все сорвалось. Нет, у нас херня получилась, значит, мы снимем другую хорошую сцену. Но нам нужно довести обязательно проект до конца, вывести его там на экран, не на экран, куда мы там это решим сделать. Вот. И нам нужен такой человек. И он нам нужен уже на самом деле вчера, но сегодня уже точно нужен. То есть уже прям, я понимаю, что ты скажешь, без сценария это сложно найти, но на самом деле большинство из них этот сценарий не прочитает, когда ты им скажешь. Они просто спросят: есть сценарий? И сами потом в итоге его не прочитают. Вот. То есть, в принципе, сейчас уже можно хотя бы понять, где его искать, чтобы когда я тебя зарядю после следующей недели сценарий, мы уже знали, куда его отправлять. И просто я могу, еще раз, Влад, мы можем сделать так: я разошлю своим режиссерам без проблем. Я даже уверен, что многие из них не против будут пройти на интервью и согласиться. Но это, понимаешь, это будут мои люди. А тебе для твоего удмуртского проекта лучше пусть это будет, еще раз, удмуртский клипмейкер. Лучше пусть это будет театральный режиссер Ижевского ТЮЗа или клипмейкер бурановских бабушек, или документалист, который очень любит просто жанр, там еще что-то, чем это будет мой чувак из Питера, Москвы, который придет и будет просто делать не ваше кино, он будет делать свое кино. Вот. Я с тобой соглашусь и не соглашусь. Я за то, чтобы приехал именно профи, чтобы был профи. И вот у нас сейчас с Сашей есть общий знакомый, который как раз монтировал БЭПи, на которого пока мы, так сказать, молимся. Он приезжает в Москву 5 мая, и вот где-то в последующие дни он будет либо в Москве, либо приедет в Ижевск. Но у нас уже с ним есть договоренность, что мы ему скидываем, как вот будет же первый черновой, скидываем, потом обсуждаем. И вот он у нас пока априори номер один. И тебе, то есть ты хочешь его в режиссера взять? Да. Хорошо, это хорошая идея. На самом деле, видишь, Саша Амиров, о котором говорит Влад, он режиссер, он снимал
например, фильм Тели и Толи, ну, в Абхазии, сейчас он снимает в Бурятии кино, ну, то есть он Он такой... кого учился? При этом он режиссер монтажа, он обладатель премии Ника и Золотой Орел, Золотого Орла он за фильм «Дом» получил, Топи он монтировал, Троцкий он монтировал, ну, короче, кучу проектов, в общем. У меня вообще никакого, типа, это не то, что я сомневаюсь в его квалификации. Я скорее имел в виду, что это классно, давайте пусть, Да, давайте. Фишка в том, что Саша в том году, он, когда была здесь вот эта история с карантином, он приезжал и говорил, что вот он же из Ижевска, что он проехал по городу, по окраинам и увидел, что появилось много локаций, в которых он хочет снять кино. И, собственно, он формулировал, что если что-то будет, то я готов. И, собственно, вот это что-то и появилось. Поэтому есть возможность сделать, почему нет. Все отлично. И у меня Вообще не, ну, окей, если все только в этом дело, вообще не проблема. То есть если он дал предварительное согласие. Ну, это же, да, у меня время, потому что у нас время-то поджимает, потому что мы планируем уже здесь сейчас, сразу же после, ну, сделали сценарий, сразу же переходим уже к производству. Ну, говоря, в августе мы начинаем производство. Лишь бы у меня время было, мы будем разговаривать. У меня такой для всех вопрос. Мы в итоге снимаем фильм на удмуртском языке или на русском языке? Я так понимаю, что на русском уже языке. А потом уже, если что, делаем дубляж на удмуртском. Мне кажется, и на русском, и на удмуртском, то есть надо... Или мы, как бы, да, делаем... Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, я на него отвечу, потому что у меня есть ответ. Я использую удмуртский язык как художественный прием. То есть у меня на русском языке говорит сама героиня и все в Ижевске. На удмуртском языке говорят либо с духами, либо мертвые, либо потусторонние силы. Плюс сами ребята в деревне переходят с русского на удмуртский в зависимости от моих художественных задач. Например, брат говорит всегда на удмуртском, а Полысмурт говорит на русском, когда хочет ей зла, на удмуртском, когда это что-то более доброжелательное. То есть у меня удмуртский – это язык солнца, света и родины, и он используется именно в этой тематическом поле. А русский используется как язык чужаков и агрессии. Вот. Но в то же время на удмуртском говорят духи, поэтому когда героиня наступает у нее прозрение, и она всех побеждает, она говорит только на удмуртском. То есть, но она, там немного именно прям, это не монологи. То есть у меня вообще монологов там почти нет. А есть, ну, просто какие-то фразы. Типа, ну и плюс мне нужно, да, но это я думал, как, то есть там написано будет так. Все будет написано по-русскому, и в скобочках будет удмуртский, то есть который говорит на удмуртском. И вариант какой? Мне лично милее всего то, как это сделано вот у Тарантино или в «Солнцестоянии», где говорят или в «Апокалипто» Мела Гибсона, где русские субтитры, потому что мы бы могли сделать эти субтитры еще и на английском, и тогда какая разница на удмуртском, не на удмуртском? То есть у меня есть будет на русском большая часть, но там вообще не очень много диалогов, то есть я по максимуму убираю диалоги. Отец говорит на удмуртском, брат говорит на удмуртском, мать говорит на смеси удмуртского-русского, значит, духи говорят на удмуртском, героиня говорит всегда на русском, кроме как в конце. Ну, то есть это художественный прием. И, то есть там нет такого, что все на удмуртском, нет такого, что все на русском. Удмуртский используется как художественный прием для того, чтобы мне какие-то мысли, темы донести. Вот такой мой ответ. Мне как всем все нравится. Ну, нравится еще, то есть задумка такая, но как я ее сделаю, это тоже такой вопрос. Вот. Ну и песни я планирую. Когда у тебя будет уже готовый текст, чтобы на его удмуртском переводить. Да, я пишу везде, где удмуртский, я пишу удм или удмуртский. Либо Рима, либо Сергей, либо уже Дороли включатся и переведут, ну, чтобы это было. Да, это будет классно. И будет вообще прикольно, да, то есть если там будет немножко субтитров, немножко того-сего. Вот. Я так понимаю, якуты так сняли вот этот ичи. Там тоже то русский, то... Да. Ну, якут мне понравился. Они изначально сняли, конечно, на якутском, а вот дубляж очень крутой сделали. Прям очень круто. Мне кажется, что дубляж, мне кажется, в такой штуке... Короче, я думал об этом, когда садился писать диалоги, и думал о том, что как использовать удмуртский, отдельно ли сделать ли все, может быть, на нем. Но потом я подумал, что
Короче, у меня вообще очень сильно изменилось отношение к жанру во время, когда я это писал. То есть, когда изначально я садился это писать, я был уверен, что мы делаем классический хоррор, и нужна девочка, там шлюха, мачо, скептик, все остальное. Ну, то есть вот эту классическую схему, которую Влад рассказывал в свое время. А потом я понял, и сам посмотрев просто, как это выглядит в России, я понял, что это не работает. То есть причины, по которым это работает в Америке, заключаются в том, что в 60-е годы и людей, для которых 60-е это ностальгия, и людей, для которых 60-е это классный винтаж, на котором и строятся фанаты всех фильмов ужасов, все это фильмы «Оно» и все остальное, это некий типаж школьного двора, который знаком каждому, поэтому это знакомо, прикольно. Но у нас совсем другой типаж школьного двора. У нас это был бы гопник, отличник, то есть типа там то есть это очень сильно завязано на субкультуру. А наша субкультура поломанная из-за 90-х. И у нас нет советского винтажа, нам некуда отсылаться. И поэтому мы вынуждены отсылаться либо через голову Советского Союза прямо в царскую Россию, как невеста сделанная, кстати, довольно удачно, по-моему. Либо нам приходится придумывать свои какие-то комфортные условия. И я исходил из того, что что это сказка. То есть я понял, что это страшная сказка, это не хоррор в классическом смысле, то есть это не хоррор, расложенный вот поэтому, где кого убили, как я изначально думал, а это такой, ну, короче, поскольку на меня очень сильно влияла Римма, Татьяна и Лев, и остальные ребята вроде как их поддерживали, я пытался передать атмосферу скорее. То есть общее ощущение вот этого вот чего-то национального, немножко страшного, немножко знакомого, немножко как бы бытового и в то же время какого-то... То есть как бы сложно описать. Я пытался писать арт-хоррор, короче. То есть чем дольше я писал, тем больше получалось арт, и тем меньше хоррор. И потом уже вот на последнем драфте, 3 дня назад, я понял, что у меня слишком стало много арта, слишком мало хоррора, и я добавил кровяки. И вот кажется, что сейчас надо... Я решил остановиться, потому что я подумал, вот какой придет режиссер, вот туда вот я и поверну, потому что сейчас как бы можно бы еще добавить кровище, и было бы тоже прикольно. Или наоборот, сделать это все таким в стиле Witch, где совсем не страшно. Просто когда изначально я посмотрел фильм Witch, мне он страшно не понравился, и я подумал, блин, ну что за унылое кино? А потом подумал, нет, во-первых, я его досмотрел до конца. Во-вторых, оно не такое глупое, как кажется, оно не такое примитивное. Там на самом деле очень много чего есть. И потом я подумал, так вот почему люди смотрят такой хоррор. Им просто заебал вот это бесконечный, когда ты знаешь, когда кого убьют. Типичный пример – это «Фобос». У нас был такой фильм 10 лет назад «Фобос. Клуб страха». Вот это классика того, как делать не надо ужасы. Потому что, да, ВИЧ не очень страшный, но где он страшный, блядь, он страшный. Вот, про Фобос, что Фобос, он страшный, но нелепый. И там даже там, где должно быть страшно, там не страшно, потому что нелепость на нелепости. То есть там вроде как чувак умер, там женщину проткнула, там, не знаю, копьем, и ты все равно, блин, ну что за... А в ВИЧ там вроде как нигде не страшно. Но когда этот ссаный козел смотрит в камеру, ты такой, бля, ну, что за пиздец. И последнее, для меня последний фильм, который реально меня напугал, вот такой из новых, это был Follows. Но он, по-моему, It Follows. Оно преследует. Он, по-моему, очень страшный, при этом он вроде как происходит в современности, но там вроде такая современность. Вова, а как называется? It Follows, оно преследует. Не оно, а оно преследует. И он меня напугал. То есть в свое время, когда он только вышел, я посмотрел, мне было страшно. Но там вроде как сейчас, но не совсем сейчас. Там вроде как сейчас, но все равно как будто кошмар на улице Вязов с мобильниками. А это ведь, то есть вот это «Кошмар на улице Вязов», вот это Стивен Кинговский, это Джорджия, вот эти вот ветки, эти дома южные, юг Америки. То есть вот это наше классическое представление о хорроре, которое и Сайенфилд, короче, вот это все, как это выглядит,
это определенная субкультура очень, это как будто бы, если бы в Челябинске все время снимали, если все фильмы снимали бы в Челябинске. То есть это на самом деле довольно узкая фигня. В Калифорнии не снимают хорроры. И если уж даже в Калифорнии не снимают хорроры, то тем более в другой стране их не снимают. А ты посмотрел у Эггерта, извини, фильм «Маяк», ну вот тот же режиссер, который снимал «Вич»? Я не посмотрел его, потому что я ленивая свинья, я попросил меня ее пересказать. Мне пересказали, я сказал, что мне не близко, мне не в тему будет. Ну вот это к вопросу просто, да, что пересказать я вообще не знаю, как этот фильм можно. Два чувака сидят на маяке и сходят с ума. Но просто это вот к вопросу о том, о чем ты говоришь, что жанровый фильм ужасов, он подизносился. И вот Эггер, в общем, как мне кажется, он снимает, с одной стороны, какие-то скучные, но очень атмосферные фильмы, которые затягивают, и ты сидишь в какой-то момент и понимаешь, что они немного такие, знаешь, медитативную функцию даже ужаса выполняют. То есть ты начинаешь искать этот ужас, и от этого тебе страшно становится. От того, что ты не знаешь, где он вообще находится. Вот. Ну, это так. Ну вот это было бы, кстати, интересно обсудить с режиссером, потому что это было бы интересно с режиссером, со мной это обсуждать на самом деле тоже интересно, но я буду смотреть на это по-режиссерски. А здесь я выступаю как сценарист, поэтому я вообще про атмосферу стараюсь не думать. То есть я стараюсь это все вычеркивать у себя, чтобы не загрязнять своим видением историю. И да, это интересная мысль. Я в другом подумал. Я подумал о том, что то есть я пишу историю про довольно бытовые ужасы. То есть там перемешиваются какие-то мистические вещи с, допустим, моментом, там есть любимая моя сцена, я ее сейчас расскажу, проспойлерю, а потом я ее разберу на разборе. Сцена, когда идут похороны, поминки, и вот Татьяна рассказывала про обычаи, что нужно мыть, или Рима, что нужно мыть обувь гостям. И там приходит героиня, а она не была на похоронах, потому что она там, у нее срыв нервный, и она не может там быть. И она приходит на эту столовку, закутанная в такое в дырявое одеяло, и сидит ее мать и моет ботинки. И героиня садится к ней и говорит: ну давай я тебе помогу. И она берет мочалку, начинает вытирать, и мать говорит: ты неправильно моешь. И она: почему я даже это делаю неправильно? То есть вот такие вот вещи я называю бытовым ужасом. Бытовой кошмар быть женщиной, бытовой кошмар, и выше этого бытовой кошмар вообще быть человеком. И если мне это хоть настолько вот удастся, то это вообще, то есть это будет прям идеальный мой взгляд, как я хочу это сделать. Потому что если удастся донести вот это ощущение, что эту огромную жизненную несправедливость быть женщиной, что тебе ничего нельзя, от тебя все ждут, что ты выйдешь замуж, от тебя все что-то хотят, у тебя есть какой-то очень узкий коридор, где ты должна двигаться. И вот этот полисмурт, который ее даже достает, блядь, из потустороннего мира. То есть даже чувак из потустороннего мира хочет, чтобы ты, условно говоря, родила детей и жила в деревне, доила козу. Вот такая вот. То есть я пытаюсь сделать ужас не столько в том, что там люди умирают, хотя они умирают, и там и кровище есть, и призраки. А хочется, чтобы это был ужас бытового ощущения того, что, блядь, ебать. Вот, блин, я просто живу, и это ужас. Вот такая мысль. И плюс, естественно, этот ужас я хочу показать через национальные вещи, там всякие связанные с пчеловодством, с костюмами этими без лица, с этим получеловек, то он так получеловек, то он так получеловек, то там это куала. Вот, то есть типа и похороны, там это все колы осиновые. То есть, ну я скину, вы почитаете. И вот какая задумка. И я понял, когда ты мне скинул вот эти фильмы, до меня дошло, да, Саш, что ты абсолютно прав в том, что зрителю, то есть если ты покажешь ему просто классический хоррор, написанный по типу Фобоса, только там вместо клуба будет деревенский дом, как якуты, видимо, сделали, кстати, что давайте там будет страшная баба, только не из фильма «Звонок», а нашим ее назовем по-другому. Вот. А я хочу сделать вам такое, после чего люди скажут: бля, я такого не видел.
А он этого не видел, потому что ты пишешь это не по шаблонам. Я пишу это, исходя из того, что я вас вижу, ваши какие-то вкусы, мнения, пристрастия переламываю во что-то свое. Ну, понятно, свое переработаю. Но я считаю, там очень много вообще. То есть мне очень жаль, что... То есть, с одной стороны, хорошо, что если сейчас Татьяна была, она бы задрочила меня. Но с другой стороны, я буду рад, что она прочитает этот сценарий, и мне, ну, уже типа отдохнув, да, от этого всего, и увидит, насколько все, что она мне говорила, там отразилось. И мне очень хочется Льву это тоже показать, чтобы он увидел, что все, что он делал, на самом деле нашло отражение. И все, что вы... Я просто хочу взять такую паузу театральную, что вы когда это прочитали, вы подумали, блядь, да это же я сказал. Это же вот он сидел, слушал меня, записал это, и вот оно здесь. Конкретно, я думаю, что Рима очень удивится, узнав, что я взял просто ее сцену, только диалоги убрал. И Люда тоже там, ты там вообще это самое, я тобой бабушку назвал. Там баба Люда есть. Там есть баба Люда, баба Таня, а маму зовут Римма. Да, а Сережей зовут брата. Но только мне нужна удмуртская версия Сережи, чтобы я переназвал. А ты, Влад, будешь злобный начальник героини. Серега, знаешь, как можно по-русски назвать? Щергей. Вот это правильно будет. Щерга. Щерга. Вот, да, сейчас я запишу. Да, сейчас, подождите. Они тебя троллят. Ну, это тролль, да. Шутка. Так, нет, давайте я сейчас еще раз. Это так есть или так нет этого? Ну, в деревнях там с акцентом говорят Щергей. То есть они так и говорят. Щергей можно. То есть, Вообще там, да. еще раз, Щергей, да? Ну, да. Ну, это акцент скорее, видишь, Да. штука. Мне очень нравится, я оставляю. Извини, все, ваш троллинг. Сережа, прости. Серега навсегда не... А какое, ребят, а какое будет краткое, типа, Сереж, и какое будет уменьшительно-ласкательное? Сергей. Щерги, щерга. Серга. Щерги, щерга. Угу. Именно щ, не с, а щ. Скажи, Понял, щерги, щерга. Не С, а Щ. Щерги. Да, я понял. Я понял. Теперь второе. Саша будет любовный интерес. Санька зовут любовный интерес. Какая будет у Саньки удмуртская версия? Сандыр, Олексан. Сандер, да? Сандыр. Сандыр или Олексан. Сандыр любит дадыр. Есть Гандыр, медведь, а есть Сандыр, брат медведя младший. А как будет? Санди, да, будет сокращительно? Саня, что там даем? Саня, хорошо. Все равно в деревне Саня, скорее всего. Очан. Александр. Хорошо. Может быть, Александр. Еще Очан говорят. Очан. Сейчас я узнаю. Очан, очок. Очан. Серега бестит просто мне. Поет, и ему же одному будет чайкой-то. Очан теперь. Очок. Очок. Вот. Потом, слышите еще что? Еще, значит, что? Вот там есть такая тетя Таня, и тетя Таня Татьяна Владимировна, которая говорит, я не тетя Таня, а Татьяна Владимировна. И она все знает ритуалы. Она все знает ритуалы, она все знает. И там есть такой дядя Вова. А дядя Вова деревенский идиот. И он всегда неправильно делает все. Он всегда неправильно. Он все время говорит, когда будем мышку пить? Когда будем, типа... И он все неправильно делает, и его поправляют, и мы через это узнаем, какой настоящий удмуртский ритуал, в какую сторону нужно зачерпывать, значит, воду, когда обмывание, вот это вот все. То есть дядя Вова тупит все время, и вот тетя Таня поправляет, и его, значит, строжится на него. Так что в любом случае все отметились. Диму, сейчас я вспомню, Диму и надо вписать. Что-то то ли то ли у меня был Дима, то ли как-то он там не прозвучал. Сейчас, а ты у меня, Дима, будешь... Ну, он русский, так что все нормально. Дима, Дмитрий. Я знаю, кто ты будешь уже, все, я понял. Значит, специально для тебя, Дим, я там везде на каждом углу вписал заявочные планы и даже 2 обнаженки там, специально для тебя. Крутяк.
Вот сейчас сказали Дима, может быть, по-русски Дими. Не-не, он не удмурт, там русский, он будет русским. Он будет злодеем, он у меня будет. Он будет злодеем. С обнаженкой? Злодей с обнаженкой? Ну, не буду спойлерить, короче. Ну и вот, я что говорю про то, что... Ну, прочитайте, ребят, неделя осталась. Я бы вам сейчас уже дал, просто там реально не оформлено, я хочу кое-что еще исправить, сократить и, типа, довести до ума немножко, до какого-то, типа, более-менее такого, знаешь, чтобы было презентабельно, а не просто... Сейчас будет 11, там сколько, 10 дней выходных, чтобы писать и переписывать. Мне кажется, как раз когда все сделают. Кстати, это интересная мысль, что да, что я вам отдам, и мы потом сможем это все поправить. Да, это прикольно, как раз выходные будут. Вот, что хотел еще сказать. Так, рассказал про сценарий. Да, рассказал про ужасы жизни, про то, как я себе это все представляю. Сейчас, вот, и еще я такую штуку попробовал на этом проекте, раньше не пробовал, теперь сделал. Я не пишу, кто что сказал. То есть у меня просто идет текст, и я не выделяю, какой персонаж это сказал, реплику. И если я не могу понять по тексту, кто ее сказал, то я убираю реплику. Вот такая у меня интересная задумка. Вот. Такая штука. Так, ну что, я вам рассказал все, что сделал. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? У меня есть предложение. Давай. Очень хотелось бы, чтобы режиссер еще один был удмурт, который вот абсолютно все понимает, чтобы не было споров. Потому что, когда мы спектакли, допустим, ставим в театре, если русский режиссер, у нас, хотя мы говорим на удмуртском языке, у нас спектакль получается русский, но не удмуртский, потому что мы, видимо, как бы, не знаю, аура, что ли, удмуртская теряется. Для этого обязательно нужен режиссер. Вот Влад сидит, видишь, это не ко мне. Я просто тексты пишу. Это вот Влад сидит, вот он решит, он продюсер, он теперь царь и бог. До этого я был тут такой, ходил, размахивал, что я тут все знаю. Все, это время диктатуры сценариста закончилось. Я вам все научил, я вам все рассказал, я вам во все посвятил. Теперь я просто обычный наемный работник, который выполняет свою задачу. Вот, переписывать сценарий. Так что да, я согласен. Я на самом деле считаю, что вообще, чем в фильме больше удмуртских имен и фамилий, тем лучше. Я даже думаю, может быть, нас всех переписать под удмуртов. В паспорте. У меня есть на примете режиссер, он очень сильный, ему много лет, но он очень активный, он сам... Вот сразу, Рима, сразу... Драматические, какие-то, вот, скажем, взаимоотношения. Рима, хоррор – это жанр молодых и злобных, и нищих. А он, между прочим, не думайте, у него в каждом спектакле обязательно есть очень жестокая сцена, жесткая такая, которая вот нам не очень даже нравится. Мултанское дело вот он ставил, у него там обязательно есть вот такие моменты. Все я сказала. Рима, это про кого ты говоришь? Блинов Александр. Я не знаю, у меня телефона нет, но я, конечно, могу найти. Ну, правильно, да, он сказал, что мы уже будем тут, это наши уже дела, и я согласен, что человек, удмурт именно, который знает все, как должно быть это правильно, он тоже должен быть, работать в привязке, как второй режиссер пусть будет, помощник. Мне нравится вот эта тема с чуваком, который топи снимал. Мне кажется, он, конечно, это было бы идеально. И он ижевский, это самое главное. Не то, что даже то, что он там продвинутый дофига, а то, что он ижевский парень. То есть, типа, у нас сейчас, я вам показывал, да, обложку в лекции с текста, обложку литературы. В самом начале, первое. Да. То есть, видите, вот это вот все имена, которые тут присутствуют, они типа, там только Дарели удмуртская. Возможно, мне придется подвинуть Сережу, чтобы с первого места, чтобы оно было более удмуртизировано. Это не потому, что я не ценю твой вклад, а потому что, типа, просто... Я считаю, что, я считаю, что чем у нас больше будет вот этих вот всех иш-мыш, дыш, выконов
то так нет, это нашему зрителю русскому это не понравится. Они скажут наоборот, не хочу смотреть. А вот Sundance фестиваль, куда мы целимся с легкой руки Дарали, то вот Дарали, я сказал, то вот нам это понравится. То есть мы же все равно ориентируемся еще и на какой-то, движ фестивальный в первую очередь. Потому что мы на экраны, нами на экранах больше заинтересуются тогда. То есть если мы просто выйдем в прокат, там не будет вряд ли большой интерес. Вот такая тема. Ну, посмотрим, короче. Режиссер, опять же, нужно все это разобрать с режиссером уже. Вот такая штука. Что кому еще есть сказать? Все ждут сценарий прочитать. Ну, ребят, на самом деле, я вам так скажу. Я не знаю, где вы еще найдете сценариста, который вам за 2 недели из битшита сделает полный метр. Я и так жопу рву вообще. Очень много. Просто много текста, даже просто набрать эти 7 страниц, это целое дело. А переписать это еще надо же куда-то, что-то приличное. Так что я вообще максимально быстро работаю, просто максимально. Даже слишком быстро, я боюсь. Может быть, я упускаю что-то. Но в любом случае, у меня же есть авторы. Если я что-то накосячу, он поправит.